Так, Оль, что? Ну да, целете. Соглушуется они на. Так, ассаламу алейкум. Массира, норхалле чат сайнс, сууцагоq. Сунцааруду. И снова какие-то сбои. Есть эфир. Так, Садула, суном цаговай, слугу шват сун. Да. Ассаламу алейкум, Агучеля, картинка. Гуфью. Так, опять зависло, да? Валейкум ассалам, Навчамашо. YouTube сегодня не тянет, говорят. Так, dan ging ze daar erdoor. Так, гушуйся, хэшуй. Зависло, да? У многих сегодня виснут эфиры. Так. Так, все хорошо. Валейкум ассалам. Садар, Танзила. Так, Машуаль, Хамза, Цадула, Асланбек. Хемелокус. Шевы говорил, Шумаш. Ну, сейчас это... Я что-нибудь сейчас придумаю, друзья. Сейчас исправим дело. Так, собор делаш, сямалулаш. Гадда не гадда я. Телефон ты чувей рушенсо, если что. Алейкум салам, Адам. Дику садар, дал бухасно. Хаму. Машой, шевега, чумелок. Трольш, алгули лазимацию, инца. Ица чуё ударю троликш. Так, мечайрер. Так, сейчас что-нибудь придумаем, друзья. О, Хамза. Так. Маршал Гуль, Хамза. Чавик Маршал. Так, Рахабоч. Хагулур ю кест асан. Ю садар. Ачугулур бу так. Бала бу тяга. Пекарш. Дал.
Хизбо и ждать, Хизбо пекаш. Подвисает, да? Ну, ладно, дела. Аса свой Украина дол халдоузи тердушун для начала. Дуй тан леч, для ната исолч. Эсран бет тан вайн махар та исол эсран бет. Чезер та козлашу. Душиц уарти асану канал реалити в YouTube и аслан арцу в TikTok канал. Лайк шиттеш болчак. Баркал алла сонгсти TikTok ча. Лайк шиттешан. YouTube ча масарга лайк шитти ссылки яржи шай эту бала. وين نوقلوية شون تقار شيء مغول شون مغار فابريكا ترولية وين شوخيات شون يوغا России территории тях фашистский Россия وين канал запрещенный душун дейл ахиетамц цундейла وين شجر وإشق وين بقدجي ويدوتك درج داي دخائتي ناغن دوزيت إتاك يلا باي خوزت مش جوينة بعدها сутки, сутки. Бар танки яқитан ис боевой бронированной машины, бар артиллерийской системы, ко крылатые ракеты, бар автомобильной техники, ца спецтехники. Ну, там технически сгюры, но ялабай хуст мужги. Неплохо так, Дион. Нормально. Работают украинцы, работают, не покладая рук. Слава ЗСУ, я духой. И мы обочу, да, хазах витичится. Так, ассалам ассалам, видели ли вы в канале в Махачкале в аэропорту? Что думаете? Эльдар Бинятов. Эльдар, у нас сегодня стрим на чеченском языке, но я отвечу, салам, я отвечу на ваш комментарий на русском языке, потом продолжу на чеченском, и завтра я обязательно, или даже сегодня запишу видео по поводу тех событий, которые происходят. Конечно же, без сомнения, это провокация российских спецслужб, когда дагестанцев, карачаевцев, чеченцев, всех остальных отправляли на войну, на смерть. Когда объявили мобилизацию, вышли только женщины. Сейчас с толстыми рожами стоят здоровые мужики. И их не разгоняет полиция и милиция. Это говорит о том, что за этим стоят власти в Дагестане. Как мы знаем, когда в Дагестане, когда против Украины началась война, главными врагами Украины представлялись кадыровцы и буряты, если вы помните. И много пришлось приложить усилий, в том числе чеченцам, в том числе воюющим и гибнущим на стороне Украины, для того, чтобы нас не ассоциировали с этими россиянами. Хотя загнали в Украину 300 тысяч контингент, из них, может быть, 1000 набралось бы только кадыровцев, но представляли, что все это кадыровцы и буряты. И некоторые украинцы это подхватывали. Поэтому я прошу, не помогайте вот этой пропаганде. Это неправда. Те комментарии, которые мне здесь пишут, я общаюсь с огромным количеством людей. Огромным просто количеством людей. Мне много кто пишет, многими я общаюсь. Так вот, есть, да, чеченцы, антисемиты есть чеченцы, которые считают Израиль пособником России в геноциде чеченского народа. Евреев считают, точнее, не столько даже Израиль, сколько считают евреев, живущих в России, пособниками. И отчасти это правда. Евреи, живущие в России, некоторые, помогали уничтожать наш народ. И поэтому ничего удивительного, что появляются вот такие люди, которые имеют такие взгляды. Также идет массированная пропаганда. И люди абсолютно необразованные, много чего не знают. Евреи в этом смысле практически не ведут эту антипропаганду против этого. Мне приходится ее вести в большей степени и так далее. Все остальное, вот и то вот из моих знакомых, звонков, кто мне там пишет, звонит, чтобы я там написал какой-то документ, что-то сделал. Ну, 5% наберется антисемитов.
5%. И то, если я им привожу аргументы, я им объясняю, что евреи, Израиль не виноват в том, что нас убивали, что Хамас это друзья России. Из этих 5% половина, в принципе, соглашаются со мной. Есть вообще отмороженные, которые не слушают ничего, никаких аргументов. Поэтому вот вы видите, я за эти 4,5 года, что занимаюсь вот этой блогерской деятельностью, всегда призываю к ответу российские военные политические силы за геноцид, военные преступления против Чеченской Республики и чеченского народа. Чеченской Республики Ичкерия и чеченского народа. Так вот, нету ни одного независимого чеченца, который бы открыто мне выразил претензию за то, что я делаю. Но вот сейчас на меня напущена фабрика троллей. Эти люди, они чаще всего даже не чеченцы. Они умеют несколько слов писать, там, материться умеют и так далее. И на меня спущены вот все эти собаки, фабрики троллей. Поэтому я призываю евреев, я буду записывать отдельное видео еще по этому поводу, призываю евреев не поддаваться тоже на провокации. Ваш враг, это террористическая банда ФСБ. И это ее установки. В Дагестане 2 человека не выйдут на митинг, если власть их там не разрешит им выйти. Понимаете? Когда их на смерть отправляли, еще раз говорю, еще на смерть в Украину, когда отправляли, вышли только женщины. Мужчин практически не было, потому что уничтожают, сажают, подкидывают наркотики, возбуждают, фабрикуют уголовные дела, незаконно возбуждают дела. Поэтому нужно понимать, в какой ситуации находится Кавказ. Кавказ не принадлежит кавказцам. Кавказом полностью управляет и манипулирует террористическая банда ФСБ. И среди кавказцев, дагестанцев, чеченцев, остальных, есть люди, которые убивают нас, кавказцев, и служат этой фашистской России. Это именно они выходили вот в этой гостинице в Дагестане, потом какие-то люди собирают. Да, есть полезные идиоты, есть антисемиты, есть. Это отрицать тоже нельзя. Но это 5%, максимум 10 может. Я просто не знаю, какие там могут цифры, просто я беру из своих знакомых просто, вот, с кем я общаюсь, мне доводится общаться. У меня нет их. Вот мне звонят каждый день, мне люди звонят по работе. По работе. Документ написать, 3-10. Если затрагивается какой-нибудь вопрос, мне и религиозники звонят, и так называемые ваххабиты звонят, там разные бывают люди. Но эти люди абсолютно понимают, что им говорят. За некоторым исключением. Поэтому не поддавайтесь на провокацию, не поддавайтесь. Я сам с Кавказа, говорит, я знаю, о чем вы говорите и согласен с вами. Спасибо большое, Эльдар, что понимаете, о чем я говорю. И спасибо, что задали этот вопрос. Я обязательно еще завтра во время стрима об этом скажу и отдельно видео запишу. Потому что кавказцам надо бы вспомнить, что они чурки, черномазые и не хочу выражаться, как нас называют там. Как нам не сдают квартиры, как нам не сдают дома, как нас не берут на работу, как нам, мы все это прекрасно знаем, как нас убивают, сажают, подкидывают наркотики, все мы знаем. Поэтому должно быть стыдно тем, кто уходит. В основном это, конечно же, или же ветераны боевых действий, служаки России, или же действующие сотрудники их агентуры уходят. Вот и все. Вот и все. Поэтому не переживайте по этому поводу. Сейчас хотят сделать главными виновными кавказцев. Что вот именно Кавказ, вот он такой, ненавидит евреев. Это неправда. Мы ко всем относимся. Кавказцы самые гостеприимные люди. Никогда у нас не было никаких митингов. Да, сейчас ситуация обострена. Сейчас Израиль наносит очень мощные удары, и мы видим очень страшные картины, которые нам показывает телевидение. И это ужасно, это на самом деле ужасно. Война идет, страшная война. Но и вот в таком случае поднять человека проще. В мечети собрать, там еще, смотрите, там, 3-10. Там,
евреев. Какая разница, кто там в гостинице, куда-то какой-то еврей заселился, если это правда. Это все картинка, это неправда, это пропаганда, друзья. Не верьте, не верьте. Так. Насчет митинга в Дагестане, все верно, там ФСБ в каждом сортире. Совершенно верно. Салам алейкум, алейкум ассалам. Израиль прав, на нас напали, а не мы. Русофоб, я согласен, что против Израиля был совершен акт геноцида. И убивали женщины и дети. Это ужасное, это просто трагическое событие, которое произошло. Я абсолютно с вами согласен, что Израиль имеет право на защиту. Речь о том, что сейчас гибнут с той стороны тоже женщины и дети. Вот о чем. А это спекулирование, это разогревание. И вы не представляете, какая большая работа ведется. Просто огромная работа ведется для того, чтобы всех мусульман настроить против евреев. Пожалуйста, не помогайте им. Не ведитесь на эту пропаганду, которая там нагнетается. А так я в первый день, как только произошло это нападение на Израиль, я сразу же осудил это. Я выразил соболезнования своим знакомым, писал об этом, говорил, писал, что такое Хамас, кто такие Хамас, что это друзья России, что это никакие они не мусульмане, не имеют никакого отношения они к мусульманам. Они спекулируют исламом, понимаете? Если бы они были бы мусульманами, если бы они были бы теми муджахидами, теми воинами Аллаха, о которых они заявляют, когда шел геноцид чеченского народа, вот эта террористическая банда Хамас никогда бы не сказала бы, что Чечня это внутреннее дело России. Как, впрочем, сказал это и Израиль. Как, впрочем, сказал весь мир это. Но это были муджахиды, это воины Аллаха, там все такое и так далее. Поэтому это лицемеры, самые настоящие. Да, там есть выращенные на этой пропаганде в Палестине люди, которые думают, что они делают там какое-то богоугодное дело. Ну, это не так. Это не так. Поэтому я желаю мира, призываю всех к миру, я призываю к тому, чтобы как можно быстрее закончилась эта война, и Израиль получил свою государственность, и арабы жили в мире, и их тоже не бомбил бы никто. А Хамас должен ответить, конечно, все террористы должны быть наказаны. Но наказывать марионетку не совсем верно. Нужно наказывать того, кто управляет этой марионеткой. А это террористическая банда ФСБ, это Лубянка, это Кремль. Понимаете? Вот куда надо нацелить свои стрелы, как говорится. Быстро не получается. Не получается. Самое, знаете, что самое ужасное? И Иран, да, Эльдар, совершенно верно. И Иран там же. Ну, они союзники. Северная Корея, Россия, Иран, вот этот арабский отдельный. Не все арабы, тоже нужно понимать. Да? Не все мусульмане, это 100%, но даже не все арабы. Есть арабы, которые поддерживают Израиль и понимают, что Израиль имеет право на защиту. Ну и так далее. Друзья, у меня сегодня стрим на чеченском языке. Я обязательно запишу видео по этому поводу, то, что сейчас они творят. Я с первых дней прошу и предупреждаю чеченцев и всех кавказцев, чтобы они не вмешивались, чтобы они не стали инструментом в руках российской пропаганды. И отдельно еще буду говорить на эту тему. А сейчас я продолжу свой стрим на чеченском языке. Так. Так, Россия, Иран и Китай сотрудники. Так. Так.
Давайте почитаем ваши комментарии. Тролли набежали. Вот вы видите, здесь мат-перемат. Здесь защитники мусульман, муджаиды, воины Аллаха. Мат просто на мате здесь. Вот это для тех, кто не понимает. Это фабрика троллей. Это те люди, которых натравили. Они никогда ничем полезными не были для чеченского народа. Я в этом чеченском политикуме уже нахожусь достаточно времени. Я знаю практически всех, кто занимается так или иначе какой-то политической, там, общественной деятельностью. И вот этих людей никого не было видно за все это время. И вот они массово пишут, пишут, пишут. Вот у них работа такая. 15 рублей им за это платят. Они мать родную за это продадут за эти 15 рублей. Вот такие вот парнишки. Поэтому я не обижаюсь, я знаю, что мой чеченский народ, он со мной. Чеченцы меня, тот, кто реально понимает, о чем я говорю. И они за меня, они поддерживают. Не меня, а нашу линию, в принципе. А эти люди, это подхолопные, обычные. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Спасибо, Серый, ты тоже мужчина. Почему ты не поедешь жить в Израиль? Зачем мне жить в Израиле, когда в Германии лучше, чем где-либо в этом мире? Мне нравится Германия, у меня здесь родители. Спасибо тебе за беспокойство. Вот Ахмад Силасы пришли. Да понятно, что вы все Ахмад Силасы. Ну да ладно. Давайте комментарии почитаем. Ассаламу алейкум, хауми вежди. Ва алейкум салам, Адам Маш Вовель, салам Машал, Еве, Массерга. Да, наоборот, Асамбек, я не убираю, чтобы видели люди, я могу отключить эти комментарии, но я оставляю комментарии, пусть пишут, чтобы люди нормально, ко мне связываются люди, со мной уходят на связь люди, которые раньше меня не смотрели не близко, но из-за этих комментариев, которые они пишут, они заходят и удивляются, говорят, не может такого быть. Ну не может быть, чтобы вот так люди оскорбляли, мат, перемат, там, все это. Это делают специально, чтобы всех отбить. А результат получается обратный. Как-то так. Так, Машоль, так. Пойдемте дальше. Дагестанш, он хиллате. Дагестан сашна, он хиллате. Уже провокация, сердце, орешек. Виснет, да, эфир виснет в ютубе, да? Ассаламу алейкум. Опять виснет, мне кажется, в ютубе. И вот, кстати говоря, это у меня часто происходит. Правда, сейчас говорят мне, что это не только у меня. Мы против Хамас, который убивает мусульман. Мирного неба Израилю. Амин, амин. Так, виснет. Да, Анзель. Так, мать на мать. Джахар сила. Совершенно верно. Ты прав, как всегда, говорит. Дуже дякую, как говорят наши братья-украинцы. Хайбу бить бог вайтархучу. Вайтарху. А бийцан хайбух. Сабуга масана уже боиш бар. Хайбуг бийцан чувал ник ана нимнин. Хайбуг бийц. Хамхилу асон сабу бийц. Асқуча бийц нау сабу боиш бо масана самагатни. Жансулу, совершенно верно, Жансулу, совершенно верно. Это тяжело и осужденно. Если бы это было бы
я сейчас по-русски опять скажу, если бы это было бы только лишь какое-то там внутри гражданское какое-то противостояние или там какая-то дискуссия у нас, да, что кто-то против евреев, кто-то за евреев, там, кто-то там так видит, тот по-другому видит. Это не выливалось бы вот то, что вы тут видите, понимаете? Это делается, чтобы вот загасить, чтобы там отвернуть людей и так далее. А наоборот, это только способствует, потому что Всевышний, он за правду, он за справедливость. Надо держаться на нейтральной стороне. Юзер, нужно держаться справедливости. А то, что это концерт, кровавый спектакль, разыгранный по заказу Ирана и России, в этом нет ни малейшего сомнения. А мы, чеченцы, никак не должны в этом участвовать. Мы должны заниматься своими делами. И чтобы вот этот религиозный угар, который нам сейчас навязывают, чтобы мы держались в стороне. И моя задача именно предупреждать чеченцев и их оберегать. И я это делаю не для Израиля, не для евреев, я это делаю для справедливости, я это делаю для своего многострадального чеченского народа. И мне удалось, не мне, нам всем, кто об этом говорит, все это пишет, нам удалось сбить эту волну в самом начале, но они не останавливаются. Об этом нужно говорить, распространять. Вот видите, вот там фотография, сейчас мне прислал человек одну фотографию, я не знаю, здесь она была или нет. Сейчас я ее продемонстрирую, чтобы было ясно для вас. Ну вот, смотрите, ментовской УАЗик, а на нем палестинский флаг. Гойшин? Ментовской УАЗик, палестинский флаг. Вот и все, больше ничего не надо. Никто на ментовскую машину не позволит повесить палестинский флаг. Это нужно властям фашистской России. Только лишь всего. Евреи, поймите, вы должны это понять. Не надо, да, это неприятно. Мне тоже вот пишут, вы не представляете, вот то по-чеченски из вас понимает, если вы... Это даже нельзя переводить мне, это озвучивать мне нельзя даже, потому что у нас у чеченцев такие вещи не говорят, не произносят даже. Мать, отец, там просто вот поток идет. И я понимаю, что это тролли, а чеченцы за меня. Большая часть чеченцев, которые понимают, что я делаю, они меня поддерживают все, доверяют мне, верят мне. И именно поэтому, ну они молчат, настоящие чеченцы даже комментариев не пишут, понимаете? Нас убивают, у нас режим Северной Кореи установлен. Даже хуже. Северная Корея, у них свой режим, свои хозяева. А нам, русские, которые больше всех, больше чем евреев, украинцев, американцев вместе взятых, они ненавидят нас, чеченцев, русские. Понимаете? И вот они вот это Кадырова, Мудырова, всех вот этих, ну и другие кавказские тоже народы, которых представляют коллаборанты, они их заставляют уничтожать нас, унижать нас, дискредитировать нас. Нас нужно представить миру антисемитами, исламистами, сумасшедшими, фанатиками. Это не так. Кто знает чеченцев, знает. В любую семью зайдите к чеченцу. И вы поймете, что там нету ни антисемитизма, ни фанатизма, ничего этого нет. Близко нет. Нам это противно. Понимаете? Это никак не вяжется с кодексом Нохчалла, чеченским кодексом. Понимаете? Юзер. Ладно, все, на чеченском языке переходим. Переходим на стрим. Спасибо, Шамиль, спасибо. Валейк салам, Самур, машуаль. Сюж лилогам
где Мадутига аэропорте, а Жукчан коч делаешь. Как это жалко выглядит. У чеченца даже если враг приехал в гости, он был не приказан, а тут люди от войны бегут. Садула, дело в том, что от войны, в принципе, Израиле там, бежать особо не надо. Там так как таковой войны, да, обстрелы есть, там есть железный купол, там все, защита есть. Просто у нас на Кавказе живут горские евреи. Это наши люди. Они такие, у них фамилии, да, имена похожи на нас, у них менталитет, вообще все у них похоже. Они как кавказцы. Они есть кавказцы, они с нашего Кавказа, 1000 лет на этом Кавказе с нами, бок о бок живут. Мы никогда их не преследовали, опять на русский перешел, правда, но все равно сейчас прочитал комментарий, нужно разъяснить. И сейчас погнали дагестанцев в аэропорт против этого. Завтра погонят чеченцев, завтра, послезавтра ингушей погонят, третьих погонят. Это позорно, позор просто. Для всех, для нас кавказцев, не только для дагестанцев, для всех нас позорно это. Но нужно понимать, что нас убивают там. Убивают, мы кричим об этом, мы призываем об этом. Весь мир молчал все это время. Вот сейчас, значит, говорить об этом, что вот там антисемитизм. У нас на Кавказе живут евреи. Они летают к себе на родину, Израиль, возвращаются, и это нормально. И сейчас вот вспомни, в Дагестане много живет горских евреев. Я прошу всех, я всех прошу, горских евреев, других всех евреев, не брать это близко к сердцу, не обижайтесь. Вот вы можете посмотреть мои комментарии, которые мне тут пишут, и просто понять, что это все фабрика троллей, это целенаправленно ведется пропаганда, нагнетается обстановка. Вот и все. Так. Алейкум салам, Баба Яга. Так, давайте. Ясно, ясно. Шамиль, ассаламу алейкум, Савош, я смотрю твой эфир и всегда засыпаю. Максим, это хорошо. Это значит, что я тебя успокаиваю. Образно, как я презираю некоторых чиновников. Ясно, Шамиль, ясно. Война в Сирии многому научила чеченцев. Да, совершенно верно, СЦ, совершенно верно. Дал Бухасна. Хетта, дал Дейр Бух Хамзат. Сегодня Телеграм показывает Дагестан, Черкесии, местные люди вышли на митинг против Израиля, поддержку Палестины. В аэропорту ожидали, да. Сюли, Бац и Лилорга Чекишбу. Совершенно верно, СЦ. Это делают чекисты. Это не делают дагестанцы, карачаевцы, черкесы. Это делают чекисты. Это нужно четко понимать. КГБ рулит на Кавказе, а баранов в Кавказе всегда было предостаточно. Да, к сожалению. Опять висит, да? Зависает или нет? Уже вроде не зависает. Нет, не зависло, ребят, работает все. У меня все работает. Алейкум салам, справедливый человек. Ши каша хаузер وربو دوانا ويتر هو دوانا جوور نيبوك ويداوش بيك جوور законно контворк да اشيتشل شو غاسقشي пропаганде شو просто посмотри окос хаусиш Дагестане Палестине бер менты машант этуган и менш ваймел дейан
Ойлаешься, уман просто. Цель, друзья, аж душу дуй. Дерхит, зударжал бейша ечо бомнаша, ахиттер. Ну таган туам буис, ця шаш бехкан, от зрэскш бахкитан бол туам. Шу цян годешту. Видимо, им заплатили, там же безработных много. Не думаю, Роман, что заплатили. Свой этот собрали контингент этот ГБшный свой, своих стукачей, гражданки, ментов всех. Давайте, выходите, собирайтесь. Вот вышли и вывели. И все. Вот и все. Минуту назад и не отвисает, выкидывает из эфира. Да? У меня работает все, Амзат. У меня все работает. У вас виснет, да? Да, по всей видимости, проблема. Как проблема, не знаю, с чем это связано. У меня все работает отлично. Так, отвисло. Привет, привет. Большинство дагестанцев там безбородые, 100 пудов их агенты. Да, да, СЦ, там в основном, ну, других там не будет просто. Да, будут полезные, идиоты будут, кого-то там, давай, поднимут там, давайте. Потому что у этих ментов и у этих, вокруг то этих ментов, их агентуры, есть свои дружки, там какие-то там в мечетях собираются где-то там, ну, им же нужно информацию собирать. Вот они же такие коммуникабельные. Вот они всех быстренько собирают, загнали, и ну, картинку им нужно было показать, что вот там дагестанцы пришли в отель, потом пришли, потом, если вы обратили внимание, это все начинает первое распространять пророссийские или российские вот эти средства массовой информации. Ну и потом на Западе подхватывают. И все, кавказцы, они антисемиты. Неправда. Неправда. Никакие кавказцы не антисемиты. Я со всей ответственностью заявляю. Я знаю кавказцев, я знаю как свои 5 пальцев. Все народы, практически со все народы. Никогда, вот если бы было, честно признался бы, никогда я не слышал ни от дагестанцев, ни от кого-либо других. На Кавказе 1000 лет живет, горские евреи живут. Их никогда не убивали, не грабили, ничего этого близко не было. Никаких столкновений, вот, не дадут соврать. На национальной почве, да, конфликты возникают, как и у всех всегда, но никогда этого не было, чтобы там кто-то преследовал. Это все обман и ложь. И то, что вот вы видите, то, что вот эти заходят и мне пишут вот эти маты, оскорбления и так далее, это говорит о том, что я им мешаю. Вот эту правду, которую я вам сейчас говорю, ту объективную реальность, которую я до вас доношу, она им мешает, она портит их всю картину. Они меня ненавидят лютой ненавистью. Только лишь за то, что я говорю правду. Ну, нравится или не нравится, терпи, моя красавица, как говорится. На все темы общаемся. Теперь норм эфир. Включился, да? Отлично. Асан, что ты скажешь насчет того, что в Дагестане в последнее время люди активно выступают против Израиля в поддержку Палестины? Ну, Самур, я только что об этом говорил. Гучвейля, Асан. Да, Гучвейля, Хамза. Для чего евреев в Дагестан направляют, это такая провокация. В Дагестане живут евреи, понимаете, горские евреи. Вот о чем. Они летают в Израиль, возвращаются, они оттуда не эвакуируются, не уезжают. Это сейчас специально делается. Плюс показывают картинку, как Израиль бомбит сектор Газа, и говорят, смотрите. И конечно же, там, ну, может, 5% наберется полезных идиотов. Все остальные это спланированная, целенаправленная провокация против евреев. Представить кавказцев
в этом случае дагестанцев антисемитами. Это не так. Я всегда говорю правду и про дагестанцев, и про чеченцев. И если бы это было бы так, если бы они были бы антисемиты, я бы это прямо сказал бы, что Дагестан, они не антисемиты. Я общался с многими, дружил с многими дагестанцами. Никогда я не видел за ними антисемитизма, ни словом, ни духом. Потому что я это всегда пресекал. Пресекал. Как только я разобрался в этом вопросе. Понимаете? Огромное количество пропаганды ведется, что евреи это там самое большое зло. Днем и ночью это рассказывается. Ладно, давайте, короче, перейдем дальше к вашим вопросам. Вот сейчас Тель-Авив на аэропорт под русский Манкурт и Дагестан встречает рельс Израиля. Почему их всех регион именно Дагестан отправляют, понять не могу. Потому что на Кавказе, именно в Дагестане живут евреи. Они летают, видимо, наверное, так. Если отправляют рейс, московский рейс отправляют в Махачкалу, что, в принципе, нереально, тогда, я не знаю, тогда это тоже вписывается как раз в эту картину, то, что идет антиеврейская пропаганда. Друзья, что за проблема? Я вроде перезагрузил, ну, как бы у меня все работает, у меня картинка все пашет, отлично все идет. Я не знаю, почему у вас виснет. Может, вам нужно выйти и зайти? Пропаганда антисемитизма на Кавказе при подаче конторы и их агента Муцураева. Я не знаю, является ли Муцураев агентом конторы КГБ. У меня нет для этого основания, но я знаю, что те песни, которые вот, про антисемитские песни, там 12 тысяч маджахедов, все такое, это тоже сыграло свою роль, это правда. Клинт Иствуд говорит, эта ситуация с митингами, что ну раз пошло уже, надо читать комментарии на русском, буду читать уже на русском, друзья, хотя написал на чеченском, да. Надо определиться мне, или на чеченском, или на русском, потому что вначале говорил, и опять виснет. Адамс. Эта ситуация с митингами, штурмами аэропортов в Дагестане и так далее направлена на то, чтобы выявить пассионариев, которые при каком-то шухере могут выйти на какие-то действия. Сейчас Кремль молчит. Может это тоже, ну, преследовать можно несколько целей одновременно. Нас, кавказцев, сейчас Россия хочет представить в виде джихадистов, террористов, исламистов, антисемитов. Абсолютно, Самур. Хорошо, что ты понимаешь это. Это так и есть. Другого, почему не в Москве выходит, понимаете? Они что, в Москве не могли или где-нибудь другом? Надо на Кавказе это сделать. Я со всей ответственностью еще раз заявляю, мы кавказцы, все кавказцы, вот которых я знаю кавказцы, мы не антисемиты. У нас нету вообще даже к русским у нас этого нет, понимаете? Даже к русским, которые нас убивали на протяжении веков. Нету у нас такого. Да, есть русский, который имперец, он враг. Остальные русские нам не враги. Если они не хотят нас убивать, захватывать, покорять там, или что они там хотят. Тем более евреи. Евреи никогда нам плохого ничего не сделали. Как нация имеется в виду. Отдельные представители были у всех. Я знаю про горские евреи. Они именно в Дагестане переселились из Вавилона. Говорят, мол, в Азербайджане тоже есть тогда. Но в Азербайджане в те времена, куда они переселились, жили дагестанцы. Из-за тебя в Питере интернет пропал. Шамиль, ты из Питера, да? Ну ты даешь. Странно.
YouTube чагуш хеш умадец, ясно, так. Чеченцы, не поддавайтесь на такие уловки. Если даже ваш родственник так выйдет и позовет, у нас ресурс человеческий не такой большой, чтобы дать себя так обмануть. Да это вообще бред вообще. Я удивлен, почему мне странно, хотя уже удивляться тут уже нечему, столько уже лжи, пропаганды, что хоть кто-то даже поддается на эту пропаганду. Чеченцы обожглись на Сирии, больше дураков нет. Дал мукла, Хамза, дал мукла, дал мукдуэль кис. Дал асдул ночи рам. Дал да. Дик дукет ночи. Aslan евреиш бехкан бэцэр ночи чат. Вам бэцэр дед нежданчик. Мубариш евреиш бехкан. Мубариш. دي بعيشوا حلو غاسقي وين чубош хена жукти баритига я Америки рицу хена вообще как государство яцер бац эшбуис пропагандуис бадатис инц Украина мугойт шевол ночи телетта я Грузин телетта ночи бубош мугойт ишт вайн жукти гойч büч бу قيتشو о дунянча угар дох зло дубош дюч вейду ишт жукти бу büч ишцахалоти лилеш дудаш дитя дует цахал итальянские мафия бош ицадицер ю антисемитизм жукти бубош бийца хинц ночи бубош бийца хинц юга жукти бубох потому что хинц уже жукч цаны Америк цаны доуделла Россия и Украина ишешью шие де мерид айовичу Россия иду лил дюцек кицаума дат Пусть Аллах воскресит вас с ними. Пусть Аллах тебя воскресит с твоими русскими хозяевами. Штата зависается до штата. Ой. Так, а что вдруг дагестанцы начали против... Да, Хамзат, пока что дураков опять начинают обрабатывать. Идет очень активная пропаганда. Инсте на всех чеченских каналах, группах очень активные и других ресурсов. Да, Клинт Иствуд. Работа ведется мощная. Они не собираются отступать. Чеченцы не поднялись, чеченцы не стали участвовать в этой провокации. И все равно не успокаиваются русские террористы, чекисты, не успокаиваются. Продолжают в этом духе работать. Ну, ничего у них не получится. Это их последние вздохи. Да, Алмула. Ашхимале. Билал, хацэ хую, цэй фамилия язни чувоко. Язни вопрос, луштала, луштуану вопрос. Нежданчик ханах тишаруй, хайдея нейнах тишару, хайх тишару. Это царях тишару. Цанна юк яху юк ма извайт. Цанне эу малат, нохчи эу лат. Хайqom цхил, хайдеет нейн цхил. Все. قطعة ерунда он, эшбон. Основные евреи заинтересовались Чимаевым. Ну, евреи всеми заинтересуются, кто призывает их убивать, понимаете? Они на войне, у них война. И у них есть силы противостоять. Кабардинцев, балкарцев тоже пытались стравить и разжечь войну, но они вовремя поняли. Ну дай бог, Лара, дай бог.
Я знаю, Хогуч Уэллер, Бан, Худу, что ты там химичишь? Соцакита, Хамзат, и Хубогду, Гуч Уэллер. Гуч Уэллер, Бог, Соцакита, Носа. А если Чечня или на Северном Кавказе, например, скажешь, что ты за Израиль, тебе анафем предадут по-любому. Там призывают за палестинцев воевать. Клинт Иствуд, если ты в Чечне или на Кавказе скажешь, что Путин убийца, Кадыров убийца, что над чеченцами совершен геноцид, тебя тоже распнут, и такой режим установлен там. Такой режим. Так, сам, конечно, призывает, как будто не в курсе. Со наш хоук ига Степан. Цер котер теру, нэн экиу. Деда, наш хоу, денэн, зум свою, я стум свою. Ярк далге что цен масерна. Сагутя, саротя, ночью воцак, цадая вац. Урит поколением, хаяча. Со ночью. Жадега кучу аязешек пропаганды, фабрика троллей и болбеш. Лара, чеченцы не живут в Израиле. Нету там чеченцев. Если там жили, мы знали бы. Я не знаю, почему Абу Гошу разрешили Кадырову построить там мечеть. Вот что меня смущает. Там не живут чеченцы. Может, там черкесы, говорят, живут, а чеченцы там не живут. Why do you have American flag? Потому что мне нравится. Если бы они, Амазонка, если бы они называли чеченцами, мы бы знали, что там живут чеченцы, понимаете? Если бы там жили бы чеченцы. А вот Кадыров из этого сделал, вот первый раз я узнал, что в Абу-Гош живут чеченцы, когда вы Кадырову разрешили там построить мечеть. Убийцы чеченского народа, палачу чеченского народа, вы разрешили построить там мечеть. И вот тогда я узнал, что там живут чеченцы. Никогда. Мы знаем, что у нас в Турции живут чеченцы, хотя очень многие отуречились. В Иордании живут чеченцы. Везде в мире, где есть чеченцы, мы знаем, что они есть, мы поддерживаем родственные отношения. А в Израиле не живут чеченцы. Но я никогда этого не слышал, пока Кадырову не разрешили там построить мечеть. Так, добрый, почему вы не оставите усы? Вам бы пошло достичь мехунца дют а. Дютер дуас. Дик дуа л. Америк, законный мехтегю. Este вайши цашите долж, камел дери вайшиму. Este я насик. Остана тек терак трилчасан балар наясан дог итрифтер. Цедин вайшиму камел. В Израиле живут черкесы. Среди них я слышал, что есть два генерала. Это называется толерантность. Справедливый человек. Так, это не мне. В
Израиле живут чеченцы из Грозного, сама знакома с одним. Ну, там может быть, смотри, живут чеченцы. Я не говорю, что вообще чеченцы не живут. А вот бывает компактно, когда уехавшие уже в каком-то поколении, там, чеченцы. Вот о чем речь. Так, конечно же, там, я уверен, есть, наверное, и чеченцы есть, и все остальные. И много наших грозненских евреев уехало во время войны туда. Ну, виснет у меня здесь. YouTube виснет. Все время виснет. Nicht gut. Nicht gut. Ну вот, Абу-Гош называют себя чеченцы, они не похожи на арабов. Ну, черкесы там живут, черкесы. Нету там чеченцев. Короче, YouTube у нас не тянет. Вообще никак не тянет. Очень-очень жаль. ده تصدق خوتي باب شوالش قيتر سو تصدقني эфир здесь идет, в Ютубе у меня не идет. Почему говорят о 1000 погибших детей в Палестине, а не о 3 миллионах погибших детей из Конго? Best Clips. Ну, во-первых, это пропаганда, а во-вторых, сейчас это происходит. Пройдет какое-то время, и никто не вспомнит этих палестинских детей, потому что в основном все это делают или просто балаболы, или тролли из фабрики троллей. Многим плевать на все просто. Чеченцы жили на голландских высотах, сам знаю таких. Ну, сумхайздать, что там жили. Американец. Человек с ником Ибрагим Аль-Шишани пишет мне американец. У меня встречный вопрос. А ты араб? Deni nani hijеш bešbat. Nan, i hums lildes, i hums Duits, tchaschiets, Duits als je Duitse. Sanne lebt al, so go jazir datskens, als je destek. Где можно купить такие качественные флаги? Мне его из Америки прислали, я не знаю, где его купить можно. Ассаламу алейкум, брат, ты на 100% прав. Ва алейкум салам, баркал. И Milvar zabajnetűnek, néma sejvég zabajnetszavés, néma bósvég, mami a забайнет. Milvar. Ну чё? Да, я лоя, YouTube чернок, по-моему. У меня YouTube не тянет вообще. Согушуй, хэшуй. Их специально туда турки заселили, че, потом там чеченцы несли потери от войн с бедуинами. Проблема еще в том, что многие думают, что Путин еврей и Зеленский тоже. В их понимании эту войну они специально, специально сделали, чтобы заселить их евреями. Вот это продвигают. Да, этот нарратив продвигают, мысли такие продвигают, да.
Любое действие имеет противодействие. Чем молодой глупый парень, критиковать его за высказывание нужно и без угроз. Это может возыметь обратную реакцию. Угол падения равен углу отражения. Да, наверное, Чирей, ты прав. Наверное, нужно это делать по-другому чуть-чуть. Аркичи ауда дискридуа, раздештег дюйцега. Просто провокация, окумантех, дюйчхедж. Сун, например, чимая виншин хуардуша улилдуа. Джимауац, бадыгдич, сакита, ши ашдох, шу. كديروان يوخي بغتسلي أن سوغاسق عيدلا يوخي بغتسغي أن عطاش بو سبورتسمين شا وين بويش خيز بولش بو هورش شا أخشتوخش بو просто سا задача ويتسويق уздайтю үша ويتسويق уздайт хеш бу цундела сун разница чимая вала кадира вала тик Путин вала главное цуйق уздичане Те чуадуя оснадени на него ушише зудри балош, им не стыдно абсолютно. Я ищем тролльш мои. Я смотрю на 2 минуты задержки, тогда норм, говорит Шамиль. В Конго происходит худший геноцид, но людей волнует только Палестина, потому что тренд. Да? Да, совершенно верно. Ясно. Так, Соболя. Так, Таджимал Садай Тойшик. Jetzt heißt das 150, ui, jetzt heißt das, ja, Jodschen hast. Так страшно от вас, что хоть телефон не включай, да, так страшно, да. У нас центральная улица Грозного названа в честь убийцы Путина. Если прикажут выйти на митинг, то кто посмеет отказаться? Роза, совершенно верно. Худшее это в Уйгурстане, а в Штатах редко виснешь. Ну вот у меня все сейчас тут зависает. И вы обратили внимание, они пишут в ТикТок, а в YouTube они не пишут. Потому что если фабрика троллей будет писать в YouTube, она сразу будет засвечена. Понимаете? И сразу будет понятно, что идет атака на меня из одних и тех же аккаунтов. И они пишут ТикТок, потому что ТикТок китайский, и они здесь вольготно себя чувствуют. Пособники делают. Так, ладно, давайте тогда займемся делом, да, разоблачением фашни делом. Будем разоблачать фашню. Так, давайте на чеченском. Вот, 30 человек ушло. Это говорит о том, что 30 троллей у нас тут было. Активных дел. Ну все, давайте пообщаемся, дел. По-нормальному.
Илья Пономарев подключился разжиганию антисемитских настроений на Кавказе. Канал Пономарева «Утро Дагестан» призывает проверять гостиницы на наличие там ехудов, иудеев. Ясно. Ну, Пономарев это провокатор. Это провокатор, самый настоящий. Ну, Украина много провокаторов к себе приняла. Один Невзоров чего стоит. Пономарев тоже у них. Пономарев фактически хотел выставить Зеленского соучастником или заказчиком убийства Дарьи Дугиной. Мы все это прекрасно помним. Израилю не дают гражданство другой религии. В смысле не дают? Там миллионы арабов живет. Религии гражданства не нужно, но люди с другой религии там живут вполне и очень хорошо живут, если честно. Да? Если бы жили плохо, уже давно уехали бы. Так. Ну, не пишите вы комментарии, да? Хорошо, да. Умный полководец не любит воевать. Умелый воин не любит убивать. Умеющий побеждать первым не нападает. Умеющий править людьми не унижает. Умеющий править людьми не унижает. Вот вам истина. Мудрость, точнее. Так, куда вы убежали? Все тролли разбежались. Хамзат, блокировать Мавицев конкретно оскорбление Швейца. Просто комментарий удалять. Я тут объявил, у меня зина, иштахарстеги, один хумхила. Блокировать то, самую последнюю очередь, друзья. Халдаться. Арестович бежал в Европу 2 месяца назад. Да, я знаю, сидит сейчас уже. Открыто уже Арестович уже говорит. Открыто уже, не скрывается. Стыдно, что творится в аэропорту Дагестана Мачкаля Маная. Ага, собрали Адам. Сюли батюш, провокацию ящик. Мади, участвовать, мади, поддержка моей ценности, да. Если США не дают гражданство тем чеченцам, кто воевал против России, если он это сказал на интервью. Да, а почему СЦ? Он бы наш цаби сцен. Хунцел гражданство.
Короче, я тебя разблокировал, Бергман, но Хамзат посчитал по-другому. Так. Ну что, Дэл? Дугин говорил, что Арестович и Корчинский приезжали на поклон к Путину. Да? Другу дали статус в августе, другим другом уже отказали в ноябре 2001 года. Завис опять Асан, да? Завис? Удаталан. Чего дали, мядар. Асан чеченцев хочет женить на красивых еврейках. А чеченцы должны быть красивые. Арестович и пропиарил агентуру в Киеве. Да, совершенно верно. Шей Махуль от Арестовичу, Шибоберг. Отлично, Адам. Дом Чечни сдашь беженцам из Израиля? Конечно, сдам, что не сдать. Хиум долж док. Удить рехтва, она принять тва. Да зависает дико, выкидывает из эфира. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Вы же не в России находитесь. Я не знаю, с чем это связано. Евреям на Кавказе всегда рады. Всем рады. Не хочу я кумекать. Я делом занят, док. Кумекаю в другом месте. Совет национальной безопасности Израиля заявил, что на самолете, прилетевшем из Махачкалы, на рейс не было евреев и израильтян. Ага, да, это провокация. И вам, дагестанцам, и всем нам, кавказцам, нужно не сидеть без... Это нас дискредитирует, друзья. Нас выставляют в очень отвратительном свете. Фашистская русня перед тем, как сдохнуть, загнуться. Она так яда своего распространит по всему миру, по всем нам. А кавказцев она особенно любит. Мы все это знаем, как она любит. Поэтому нельзя сидеть. Не сидите, кавказцы. Говорите о том, что это провокация. Вы говорите свою позицию, что вы никак не
Не поддерживайте эти антисемитские, эти фашистские выпады в сторону евреев. И вообще кого-либо, кавказцам, которые черномазые, черноокие и все остальные части тела, это нам это не к лицу. Позор просто, позор. Так, да. Ты за еврея или Палестину? Я за справедливость, я за то, чтобы был мир, я за то, чтобы и израильтяне, и арабы жили мирно, сосуществовали, и будут они жить мирно, рано или поздно, и сосуществовать будут. Я за то, чтобы не убивали они друг друга, понимаешь? Я за то, чтобы террористы не убивали женщин, детей, не нападали, не провоцировали это все. Вот за что. Асан, твой стрим конкретно моросит. Ну, значит, я им очень мешаю. Раз, видите, здесь идет атака троллей. Сейчас я опять включил комментарий, но уже мата нет, потому что рабочие пока вышли. Остались там некоторые только. А здесь, как вы видите, зависает. Всячески мешает. Но это не остановит нас никак. Они уже нам 4 года мешают. Самое интересное, Асан давно сказал, что и кто Арестович, и о том, что он агент Кремля. Клинт Иствуд, ну, говорили мы, но вот видишь, сколько времени потребовалось, сколько они с Фейкиным там, они воду мутили, такие сидели. Добрый мир, добрый. Дела ночью уйти, что жюкти флаг моя. Жюкти моя, це духварик. Тажим грамотно, что доллары американские вихуар мадершун. Ударь сом ночи. Хавой ночи. А насик. Неважно кто. Бошегуй. Хавой ночи. У ночи вала цаума насик. Ночи, что жюкчан палестинчан сагат те шадек, что хавой. Она ничего, неважно. هنوچ ولا هنوچ سجتش و سون گین مواتسوس غير خيز مواتسوش تاع نوچ سجتش هين Палестинчинам сагатта вулвелла. А почему вы тогда советуете чеченцам не жить мирно? И я советую чеченцам не жить мирно. И я призываю чеченцев только к миру и созиданию. О чем вы говорите? Что за вообще? Бусал на сагатте шух. Собардем бусал вац ночи. Има чоқ амелда бусал чна. Ха пропагандия шу. Хайн хиц раз кшдиц дулделек поддерживать де шу. Со ночи вац хуят шу. Ху ночи вац хаж уэл может ха арбу. Может ха турку. Ана ха милу. Бусал чна сага. Со у бусал чна сагатте. Но ночи буйма ха бусал на хай. Хао ночи, бусал ночи бусал буйма хао хай, худина ночен. Кобай эзер ночи вина, мичаворо. Вот все это время, бага докш, дюч, ашхеш дад, вай аннах, вай хиз, бона, вай тами хиц дабойч, хиц дабойч на бушун, мича душу, алиш просто интересно дусун.
со ночью увать, собеграви, мы сэрна уже ёйзок 100 миллионов раз аздить, аж цаннига цахот, хал Билакиевик цахот, Абдурамановик цахот, Закаевик цахот, цейр тайп тухмаш мацахот, аж ца, иса тайп сацанала ночал юч душу. Шен чуюльшун пропаганд, аж и пропаганд, повторять ее. Я и пропаганд чуюльштеш душу. Abu Bakar, diti umš, dig dēconi umš, dig dēconiš. Uz Europā maginam duj, no hun sjöra no hai, ce Abu Bakar eljo, delši ati tušie, gēc, iz dikce dēcona. Ну, я хочу ехать кутмаш. Давайте, даёл. Даёл, сюда это щи. Смотрите, шунгуштук сразу выматывается отсюда. Ой, ла шо? Мечтала шо? А? Но ненависть была у русских ко всем, даже своим соседям. Типа, если у меня умерла курица, то пусть умрет корова. В Татарстане еще больше не любят евреев, но почему-то там о самолета ничего не говорят. Значит, для Кавказа это спецоперация. Я не могу сказать насчет Татарстана, есть там антисемитизм или нет, Шамиль. Но я знаю, что на Кавказе он просто равен практически нулю, этот антисемитизм. Кугла, язи комментарий, язи тикток, что, удош. Сразу армадой шо. 80-70 лавельчина уже все почти почистилось. Ю сразу само дайся хуси информацию. Водла, короче. Халла ты нам комментарий, вали ободы чубоешь. Ты за кого? Я за чеченцев. Чеченский язык. 360. Сейчас Кавказ становится все более антисемитским по отношению к Израилю. Сейчас Кавказ становится антикавказским уже давно, Самур. Отношение к Абхазии. Я коротко, подход у тебя. Хорошо у меня. Абхазия ко всем хорошие отношения. В Израиле есть чеченофобы тоже, там много русских. Конечно, есть один, ну, ходер сейчас, он не в Израиле, конечно, один ходер чего стоит. Да и есть полно таких. Помню, как там травили 2 чеченских футболистов. Да, помню. Гучейла Амзат, Марианна. Ахмад Сила, Сэр Гучейла. Aslan 15 somt ir becht ir zeer mag wa bechen die zeer mag bechen. Glaube nicht boshek, dan ha streaming hier so. ها میچریلا ها میوش غلايو میوش مخکایو
أهبوخ سوفيتان سو أمريكا ولا واتسا حملوا على شو يعني فلسطين ترى نوتشي حربيش ياتسو ترى نوتشي بيوتش خيز ياتسو تشو يعني واخيا за Палестину и бош ашол. Ана хо мичерелла хо алшу ала яхкалил шо. Расқш бор, расқш бог де шо, расқшан пропаганда го де шо. Ата изеро. Шуша вега шун шу кит хирдат, шуша деш засветиться деш, душун агентура, полезный идиот, агентура. Из обычно светить я что расход дойч душун. Просто что чукаешь душун, 20 евро лушун. Чудо Гарумш дючдол. Хахубел бусвик чує, я за дітей. За дітей бая палестинців. Жюхти бейше цедеян, жюхти бейше на елтах. Дец хо ханчуйлен о пропаганді що. Киума дешет. Вот именно столько лет молчали, сейчас проснулись. Конечно, зашли, появились. Смотрите, опять уже весь стрим надо будет поменять название в YouTube, что стрим все-таки на чеченском не вышел. Русско-чеченский получился стрим, как, впрочем, иногда бывает. Чеченцы не светятся, чеченцы комментарии не пишут. Настоящие свободные чеченцы, потому что, которые понимают всю ситуацию, они даже мне комментарии не пишут, даже лишний лайк не поставят. Понимаете? Потому что всего опасаются, потому что есть охота идет, за народственников идет охота. Так, я сейчас вот эти опять закрою, а то они сейчас опять набежали о них сразу. Как я включаю комментарии, набегают. И тут резко, не знаю, как это возможно такое. Чеченцы лицо не светят, лишний раз нигде не показываются. У них сразу дома проблемы создают. Третье, десятое. И тут резко появляются несколько десятков сперва. Сперва десяток, больше чуть-чуть. Появляется аккаунтов ТикТок. Потом появляются другие аккаунты. Потом люди сидят абсолютно ни о чем. На отвлеченные темы разговаривают. Отвлекая внимание, заполоняя вот этим мусором информационным интернет, все ресурсы. Потом появляется, как мы все знаем, Рубати, там, кто там еще, этот, с Германии, как его, Мелорис, Борис Борзаеви, Уерце. Этот появляется. И все они между собой общаются. Потом какой-то там или с Турции, или с Иордании чеченец. Он сидит с Рубати, потом сидит с какими-то другими чеченцами. Всех их устраивает. И вы думаете, это случайно? Нет, не случайно. И мы знаем, что это не случайно. И по вам, вы сами себя выкладываете, и вас фиксируют. Понимаете? Здешние власти в Европе знают, что вы делаете. Вас отсюда будут выкидывать. Понимаете? Вы все поедете в свою родную Россию. Вот и все. Это очевидные вещи. Резко появляется, и никто не говорит о геноциде чеченского народа. Никто не говорит о том, что на войну сейчас отправляют. Никто слова не говорит против Путина, Кадырова. Все, я враг, я плохой, я, например, выложил видео, где я говорю, вот номер говорю, я готов бесплатно оказывать юридическую помощь. Так я сейчас сегодня сидел, удалял эти комментарии. Там мне пишут комментарии, что я там сбором информации занимаюсь, я там такой, за Израиль, за Америку, там враг, третий, десятый. Просто бред просто. Понимаете? Когда ты хочешь оказать людям бесплатную помощь, услугу бесплатную, заходят люди, такие вещи пишут. Вот и это многое объясняет ваше поведение. Понимаете? И если вы думаете, вы будете здесь в Европе,
Да и потом скоро и на Кавказе вести себя, вот вы себя светите. Шушевега гушмау, вы шевега шеш, гушмау эхканаш. Шу разменный монеты, шу цархуш, расходный материал, шу использовать дешду. Ты шу? Рубать и алборс барзаеви и санбеша, гергалунч, деш, келарбойрбу. А вы пострадаете. Шу пострадать ты иду. Цаю кобери, не нюшабош, свик сахат дотца газдеш аш. Дел да махаз беш киирдуа, махазумш амирдуа, цу бешан. Хара ючуял свик, сиц Палестина, не бош, камелдеш аш. Чуял вообще, хочу диц, свик диц, хая милю вообще, а хубаанду, хая милю вообще, хитцал, ца хельзи гини очил, чуял свик. А палестинцы американский флаг, шугу белбуса с американский флаг ла, сакверте аялш американский флаг ла, шугу белбу. Рэск битиш, шаш рэск ждеца, а шу ду рэск шу дуй хасун, шун ахчлой хасун, 20-25 тысяч рублей луш, шу нанять дин уахошин душу. Ки новинаш, ти диат луш душу цига, оша диат луш, и сушадига хуш ду. Хайш, китишу. Шун массана подписчик, что имел какие-то, шун дукош, стрим шмелё, часами, цучу идиш душу. Шун ахчло, шу зарплат, халдох. Яхцаите, чу дөлдати, камел да. Цавой шве гуш вочагам, на уйтерой. Шу шавега гуш мау, шу шавег милу гуш маду. Шу цавер мауацкелар. Аслан, тебя называли ЦРУшником? Да, называли. Ну, это редко бывает. Быть ЦРУшником это не западло, понимаешь? Поэтому они, ну а так они подозревают, что я, хотя говорил, что я не работаю ни на кого, кроме чеченского народа. Они все равно подозревают, что я работаю на ЦРУ. Ассаламу алейкум из Израиля. Аслан, смотрим, наблюдаем, поддерживаем. Ва алейкум ассалам. Шалом, Израиль. Спасибо за поддержку, кстати говоря. Один вопрос ко всем умным. Почему когда-то бомбили Сирию маленьких, здесь все мусульмане молчали? Севда. Дело в том, Севда, это не мне, конечно, вопрос, но я понимаю, что о чем ты. Дело в том, что это не нужно. Уйгуров одновременно, когда еще даже не началось, вот как пример вы можете обратить внимание, еще даже не началась ответная реакция Израиля против сектора Газа, или уже началась, вот-вот только она началась. И жертв было еще немного, там еще не говорили о жертвах. В Афганистане произошло землетрясение. Сперва погибло более 1000 человек. Вот это вот сразу, вот 7 октября, на день рождения Путина, террористы напали на Израиль. И после этого началась ответная реакция. И землетрясение в Афганистане произошло. Молчок. Более 1000 человек погибло. Молчок. Потом опять еще были там 2-3 раза толчки были. На второй, на третий день. Опять молчок. Уйгуров китайцы мучают. Молчок. Геноцидят, мучают там все. Молчок. Китай друг России. Вот и все. Это все лицемерие, все это обман. Ни Сирию не вспоминают. Когда землетрясение произошло в Турции и в Сирии, про Сирию никто словом даже не обмолвился. Понимаете? Это лицемерие, это обман. Понимаете? Это если делить. А так, какая разница между еврейским ребенком и палестинским ребенком, арабским ребенком? Объясните мне. Я не вижу между ними разницу. Никакой разницы нет. Никогда ни Шамиль Басаев, ни один чеченский боец не убил ни одного ребенка русского или какого-то другого. А это зашли просто, заскочили, подло, расстреляли людей и сбежали. И спрятались за других детей.
Понимаете? Это лицемерие, это обман, это пропаганда. Призывайте Израиль, чтобы он не стер с лица земли этот сектор Газа, всех там женщин. Хотя они там под землей окопались, спрятались сверху женщины и дети, они под землей сидят. Ну куда это годится? Призывайте к миру, если вы за справедливость, если вы за это. Призывайте, чтобы все наладилось, если вы не лицемеры. Палестина – внутреннее дело Израиля. Хамзат, именно так они сказали про нас. Эти воины Аллаха, муджахиды, там, джихадисты сказали, что Чечня – внутреннее дело России. И несмотря на то, что они так сказали, при всем при этом я сочувствую, искренне соболезную всем тем мирным гражданам, которые там гибнут. И в секторе Гази, и в Израиле. Но я нисколько не сожалею, не сочувствую террористам, которые вот это все сотворили. И они должны ответить. И это внутреннее дело Израиля. Израиль должен наказать, чтобы больше неповадно было этим террористам. При всем при этом я призываю Израиль, евреев, хотя некоторые евреи на меня обижаются, и уже фактически меня уже записали в стан врагов, за то, что я призываю, чтобы соблюдалось международное право, чтобы людей не убивали, чтобы договаривались. Хотя меня не слышат ни в Израиле, ни в секторе Газа. Я имею в виду наверху. Хотя простые евреи меня слышат, благодарят, поддерживают. Но есть кто недоволен. Вот у нас тут был один парень, который распрощался, ушел, сказал, вот ты тоже такой же. За то, что я сказал просто, мне жалко, и мне не важно, чеченцы бомбят или израильтяне, если там гибнут дети, я буду все равно говорить то, что я говорю. Я правозащитник. Я этих взглядов придерживаюсь. Хамас, шестерки Ирана, им нужна война, чтобы спастись от революции, сохранить свою власть, так как и такие же режимы, как РФ и так далее. Они не только шестерки Ирана, они еще шестерки России. И сейчас, в данный момент, больше, чем русским, никому это не выгодно. Больше, чем террористической банде КГБ, это ФСБ, никому это не выгодно в этом мире. Самые главные бенефициарами, самыми главными бенефициарами являются ФСБ, потому что им нужно отвлечь внимание от Украины. Точно так же они в 2001 году совершили налеты на башню, на небоскребы в Нью-Йорке. Точно так же. И Америку, и Запад они переключили внимание с помощью чеченскому народу и государству, переключили внимание на борьбу там, с афганцами, с иракцами. Что была колоссальной ошибкой Америки, колоссальнейшей ошибкой. Просто которая унесла огромное количество жизней, как американцев, союзных войск, так и невинных людей, которые жили в Афганистане, в Ираке и так далее, и так далее. Ну, Ирак, ладно, оставим. Ирак там диктатор был и все такое. Афганистан вообще не имел никакого отношения к этим нападениям, этих небоскребов. И вообще не нужно было Америке туда лезть, в этот Афганистан. И точно так же сейчас произошло нападение на Израиль. Вот, чтобы отвлечь внимание. Это излюбленный прием русских террористов. Излюбленнейший. И нужно называть вещи своими именами. Вот. Если хотят победить терроризм Израилю, то его нужно в первую очередь на Лубянке его победить. Остальное все это так себе. Сегодня Хамаса не будет, завтра какой-нибудь там исламский джихад или какой-нибудь еще какой-нибудь появится. И не надо обманываться, чеченцы, названиями. Там джихад, там братья-мусульмане. Никакие они не братья. Если бы они были братья, они когда был геноцид, которого не было в Палестине, и сейчас его даже нет. Есть мощные удары, предупреждают, там еще как-то пытаются аккуратно действовать израильтяне. Хотя я думаю, что они сейчас ни на что не смотрят и хотят как можно больше урон Хамасу нанести.
Но никогда не было геноцида арабского народа. Никогда. А чеченского народа геноцид был. И в это время этот Хамас сказал, что это внутреннее дело. Геноцид – это внутреннее дело фашистской России. Вот что сказал Хамас, фашистская. Он не сказал, это я от себя добавляю. Да, как крысы спрятались в бункере и мирные страдают. Как сказал один еврей, кто не спрятался, я не виноват. Вот доктор Фауст. Да, Фауст тоже молодец, кстати говоря. А самобота такая работа, сеять рознь, распространять слухи, а твои призывы прийти к разуму, их к разуму не приведут. Да, Мансур, совершенно верно, это я знаю. Так, не получился у меня сегодня стрим на чеченском, ну ладно, завтра как раз на русском. Хамас, Талибан, ИГИЛ и так далее используют религию и население для своих интересов. Фанатиков, как был Рейх Германия, сегодня русский мир, имперская идеология. Да. Этими митингами народ немного отвлечь хотят от Украины. Через несколько месяцев уже все забудут. Да. Хамас, террорист, использует арабов, им наплевать на население Палестины. Совершенно верно, Марс. Абсолютно, абсолютно. И эти палестинцы, они на самом деле уже 3 поколения вот этой пропагандой вдалбливают. И вот они вырастают, денег нет, ничего нет, никаких условий нет. Все палестинцы разъехались, ну, арабы с Палестины разъехались. Вот осталось там около 2 миллионов человек, которые не смогли уехать. Хамас террорист так. Палестиншен игучвол ночи подобен тому гаски чут ир ши хеч яхкан шена и шинт ир яхкан йолу хечаца гуш ша Палестин ир хеч эл так мечай комментарий. Яхкан йолу хечаца гуш ша Палестин ир хеч эл билла йокитер моя Элла билла йокитер маяц бош волу типду. Совершенно верно, Амзат. У нас вся территория оккупирована, нас отправляют на войну, а сидят нам рассказывают, то надо поддержать там. Кого поддержать? Призывайте к миру. Вот что сказала наша легитимная власть в лице президиума правительства. Это спектакль, кровавый спектакль, разыгранность, провокация. Чеченцы не должны участвовать. Призывайте к миру. Если вам жалко людей, призывайте к миру. Вот я одного друга уже потерял, подписчика, точнее, за то, что призывал к миру. Призывайте к миру. Не всем это может нравиться. Но мир это что мы должны делать, а не поддаваться на провокации. Ночью поймите одно, если бы США не дали бы добро, Европе чеченцев не приняли бы. Неужели 20 лет спустя вы этого не поняли? Если бы Америка не захотела бы, это правда. Если бы Америка сказала не принимать, ну просто у Америки не было оснований так говорить. Мы ничего плохого Америке не сделали и не сделаем. Но я знаю одно, если бы не было в Америке и Великобритании, русские ни одного чеченца в живых не оставили бы. Просто искали бы днем с огнем и убивали бы. Это я знаю. И никогда Кадыров точно не был бы чеченец или чеченоговорящий, не был бы там во власти. Там был бы какой-нибудь Васильев или Иванов. Лубянка их аятолла Путин, спонсор Хамас. Да, заказчик. Согласен, пусть те смотрят Белокива, а в Европе не подписываются на них. Их правоохранительные органы тоже не спят. И узкие 24/7 работают, чтобы вернуть уехавшие, позже расправиться над ними. Да. Берзан бин Палестин схаяк чурвал вол ночи лерт ават из совела
Россия земля очень большая, тогда пусть Россия забирает на Алтай, как раз там раньше жили турки. Так, Аслан, просто сейчас чеченцев, Дагестан, других Кавказцев превращают в фри палестинцев. Для них этот регион важнее Кавказа. Совершенно верно. И ты не представляешь, как это нам потом аукнется. Вот это делается для того, чтобы сейчас мы можем уйти в свободное плавание. Да, мула. Кавказ станет кавказским домом, свободным от фашистской России. И нам нужно показать, и евреям показать, и американцам показать, и англичанам показать, что мы антисемиты, что мы фашисты, что бред, все понимают, что это бред, и вот нам показывают. Вот для чего это делается. Что бы они ни делали, все равно мы будем противостоять этому, и мы все равно не дадим себя использовать. Да, мула. А сам мне каждый день приходится писать украинским блогерам, объяснять и указывать им на их грубые ошибки высказывания в адрес чеченцев. И все же они не так воспринимают нашу борьбу и нашу державу. Да, к сожалению, да, украинцы тоже. Не все, конечно, но многие не понимают. Так. Да не только чеченцы, все Северокавказцы не должны лезть в этот ближневосточный конфликт. Да. Такой нации палестинцев нет. Там вся шуша, Бог сказал, если... Нет, не будем называть людьми, там, людей шушерой, там, животными, там, как писал вот этот мой еврейский подписчик. Можно террористов назвать бешеными псами, которые... А людей не нужно так называть, не категорически. А сам Кавказ, когда освободится, будет трудно дипломатические отношения с Израилем. Конечно, конечно. А кто захочет? Скажите, если бы евреи говорили бы так про чеченцев, я бы тоже не хотел бы с ним никаких дипломатических отношений. Уходят на митинги, там, ну, бред, просто. Асан, смогут ночи стабилизировать Газу? Не смогут, Шамиль. Что могут чеченцы? Чеченцев сама родина, у них родина оккупирована, понимаете? Что могут чеченцы? Не смогут. Чеченцы в заложниках находятся. Что могут заложники? Ничего не могут. Друзья, раз стрим получился русско-чеченским, поэтому извиняйте, чеченцы, бехмобиль, ночи матадиц, решфоль, но аркадица, дехкан, раски матывелесо. Вот я свой стрим доезжу, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Не поддавайтесь на провокацию. Знайте, что нам предстоит очень много еще сделать. Нам нужно понимать, что Запад, Израиль нам не враги. Они никогда нам ничего плохого не делали. Единственный враг на этой земле является фашистская Россия и террористическая банда КГБ, ФСБ. Вот запомните эту просто простую истину. И все. И тогда будет легче разбираться. Если вы будете ревностно относиться к тому, что никого вы не будете подпускать связанным с фашистской Россией к себе, не будете с ними дружить, выдавать замуж, жениться на имперцах, на имперцев, на имперках, все будет отлично. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку, Израилю и Палестине мир. Всего самого хорошего, друзья, спокойной ночи. Адикюэль марш уэль бюсте.